Добрый день всем. У нас сегодня задача, Айда не дает разговаривать вообще. У нас сегодня задача сделать компостную яму. Такая куча у нас, и это надо яму сделать и сюда перекидать. Что лежит тут остатки навоза, что не понадобилось весеннего. И скошенную траву, да, что-то будем туда складывать, чтобы нормально уже в ящике это все было у нас. Дядя Ваня этим занимается. Надо сегодня просто вот этот бревно, или как сказать, разрезать на 4 части. Где-то с метр будет высотой этот ящик. И прибить доски. Просто вот у меня есть вот куча досок таких у меня есть. И они просто лежат, уже порядком почернели, и чтобы не погибли злой смертью, так сказать, не выбросить, сделаем ящик. А? Дженни для вы? Очень клевый Дженни Дик. У нас села вы. Ну, невозможно снимать там. Лает собака, Умка там скулит. У них, я не знаю, что за день сегодня. Ну что, эти высота где-то метр вот распилили. Ну-ка, поставь. Высота нормальная будет или нет? Только немножко. Наверное, сантиметров 5 емлис закупаем потом. И вот это просто доски будем прибывать, да еще. А между тем у нас картошка вот немножко там, не окучили, а там мусор мотыгой потыкали, да, она сразу начала, сильно расти даже. Нормально так она тронулась за ночь. Вот, Раиса Ивановна там где-то была, она все еще там тяпкой. Вот там мусор, с сорняками еще, зелено, смотри, видно. Видно, что там зелено все, там с сорняками еще. А тут уже после тяпки нету ничего. Вот Раиса Ивановна пришла. После тяпки нет сорняков. Так. Ну вот такие доски распилили. Где-то у нас ящик будет 50. 50 получается. Доски не свежие, завалявшиеся, но еще послужат.
Ну, друзья, у нас черты уже обретают, так сказать, нашего ящика для компоста, для навоза там. Примерные черты. Сейчас еще будем остальные доски сзади и сбоку, ну, прибываем как бы высоко, а спереди вот там уберем потом эту верхнюю доску, и чтобы забирать можно было легко. Ну, в принципе, это на все на годяк можно раз вытащить и обратно забить. На улице у нас всегда уже сейчас за последний месяц одна и та же картина. Облака, прекрасные облака, можно сказать, как картинка. Ветерок и жара где-то 24-25. Грех сейчас дома сидеть, да не делать что-нибудь. Но хотя картошке нужен дождь. Картошка все уже. Картошка уже там как жарится уже даже, можно сказать. Вообще. Так, дядя Ваня у нас продолжает ящик делать. Эту же доску мы отложили. Вчера, да? Не, отложи, это потом. Потом. Другую доску возьми. Вот. Вот на эту высоту, наверное, нормально будет пока. Еще 3 доски таких с той стороны, и тоже нормально будет. Ну что, ящик у нас стоит. Как и говорил, там спереди борт сделали невысокий, сзади высокий и с боков вот так. Можно в любой момент эти доски добавить в нашу высоту. Сейчас вот мы там, у нас там куча валяется уже с прошлого года, да. И в этот год еще Маша добавила, да. Чтобы глину туда будем накидывать, туда убрать. И постепенно, что будем косить там свежую траву, да, пускай здесь загнивает в одном месте уже потом. Это везде все, везде кучки такие. И я думаю, здесь и червей можно потом будет искать. Вот так. Все, друзья, ящик готов. Ну что, с ящиком для этого закончили. Для компоста. Для остатка навоза там надо. И Раиса Ивановна уехала в город и завтра на работу. И Маша опять там сейчас одна работает, сорняки. Это как называется? Это не окучивание, как это называется, Маша? А, да, тяпкой что-то там. Полет. Прополка.
прополка. Прополка и дальше работает. Ну, картошка растет на глазах прям. Через пару дней нужно уже будет плуг таскать, окучивать, окучник таскать. Разделяется вот где тяпка и там вот все зеленое еще. Все так и есть там сорняки. Но все равно жаркая погода, Маша, да, не так сильная, сорняков много, да? Сорняков много или немного? Лебеда. Лебеда. Говорит, в основном лебеда он. Ну, лебеда она мягкая. О, Маша в шортах. Маша в шортах, как на видео там ругали, да. Ты зачем, Маша, шорту одела, а? Жарко. Жарко? Да. Вот видите. Вот какая это трагедия-то. 21 век, женщина в шортах уже катастрофа для некоторых. Я наоборот на своем. Да. Мы и так мерзли всю зиму. Какие штаны с начесом, как говорится. Ну все, друзья, я сижу в тенечке и поснимал еще Машеньку вот. Птички вот поют. Конечно, там есть другие звуки, но я слышу птичек. Думаю, и вы слышите. Хочу, друзья, показать. Вот у нас ночью были заморозки. Ну, уже не сегодня, конечно, но они были. И вот смотрите. Ой, не фокусируется. Немножко там, как говорится, почернели листики. Ну, не на всех кустах. Посередке, по-моему, даже не тронула. Вот именно с краев, которые кустики, видишь, почернели. Сейчас видно нормально. И следующий кустик. Тоже он маленький, но видите, там почернел тоже немножко. Ну, немножко это все восстановится, конечно. И такие кустики, что с этой стороны участка есть, что с той стороны участка есть. Да. Немножко, конечно, плохо. И тут вот такой участок, что но картошка не вышла. Вот. Но она там выйдет еще. Что-то припозднилась. Рядочки вот такие у нас. Так, решили, друзья, пока там на грядках между делом самовар поставить. Маша потом, как закончит, будем пить чай. Угу. Ну, хорошо. Сполоснуть самовар надо сначала. Все, пошло дело. Наполним самовар водичкой колодецной и затопим шишками самовар. Вот, Маша, шишками, что-то я не знаю, получится, нет шишками-то растопить. Вроде самовар-то шишками и топят так-то, а мы всегда лучиной топили. О, краник капает.
Крайник закрой там потом. Маш, крайник вон с самовара капает. Надо закрыть. О. Так. И теперь надо спички для лучину. Эй, пока не зак... Это не надо. Не, подожди сначала это. Берестунь надо немножко. Все, Маша растопила самовар. Дымится. Давай поставь трубу. Трубу поставь? Не, трубу поставь. Маша, трубу поставь. Куда надо снять? Да? Давай, давай. О. Чуть-чуть в бок положи. Во. Все. Маша самоваром. У самовара я и моя Маша. Ну, сейчас добавим ведь. Без трубы-то никак. Ну, все. Это настоящая песня, Маша. У самовара я и моя Маша. Шишки смолистые оказались, друзья. И паровоз наш, будь здоров, дымит. Маша. О, зашипел самовар. До сюда слышно. Пока, друзья, топится, ой, вернее, ну да, самовар растопили, так топится он, значит, получается. Маша там заканчивает уже. Заканчивает там последний ряд, по-моему. С той стороны сестра же шла. Потом пришлось нам и в город уехать. Маша заканчивает уже потом. Сейчас быстренько вот этот ряд закончит. И, как говорится, будем чаевничать. Самовар. Все как положено. Жар идет там. Оказывается, эти шишки быстро сгорают очень. Много надо их. Тучи там собираются, не знаю, там удастся или нет. Резко так тучи откуда-то появились. И все. Хотели чай попить на природе. На природе чай попить. Дома, на улице хотели чай попить. На свежем воздухе. Чай закипел. Сейчас будем чай пить. Ну что, все. У нас чай, как говорится, закипел. Самовар там. Сюда пришли. Для меня сейчас Маша тоже чай налила. Чай сейчас возьму. Пьем чай, друзья. Вкусный чай из самовара. Ну да. Отдых такой небольшой. Перерыв. Как думаешь, Маша, тучи собрались, а тебе не помогут насчет поливом, с поливом? Наверное, все равно придется полить. А не надеяться. Может потом гадать, будет, не будет. Кругами ходит, да. Ну, я хрумкаю, да. Надо это. Ну как тебе чай из самовара, Мария Олеговна? Вкусно. Если бы еще и эти оводы, да, мошкара, комары не кусались, вообще классно, да? Много. Слишком много. Короче, у нас, Ой, искусали уже. короче, друзья, нам надо вот за этот колодец, там место есть, сделать скамеечку и столик, чтобы чай пить, там тенечки под черемухой. И как раз птицы поют, да. И туда еще в планы засунули беседку. Не знаю, когда, правда, это
Ирма с Германии написала там в комментариях, говорит, тоже все время планируем эту беседку. Лето пройдет, все, лето прошло опять. И мы также прошлый год хотели с весны сделать, а сегодня, в этом году опять тоже что-то. А может, вдруг я вот начну и буду делать. В принципе, там, ну да, все равно немножко проект, да, чтобы в голове хоть проект этот был. Конечно. Кусаются? Да. Кусаются. Ну, зайдем потом, польем, да, зайдем. Яшкин хотел съездить это Ну вот и съезди. к озеру. Потому что дождя не будет. Не будет, да? Ну, не будет, так я съезжу, наверное. Вкусный чай из самовара, да? Пить очень хочется. Это хорошо. Блин. Тяпкой закончили работать. Тяпкой-то. И вот, ну, не во вторник. Почему во вторник? В четверг будем окучивать. Скорее всего. Четверг или... Позавчера еще было мелко вроде бы, еще не видно вроде бы. Ну так. А после вчера уже вот как вот. Ну, после того, как тяпкой поработали, она быстро дала результат. Да. Вот так. Ну ладно, пей чай, Маша. Я тоже сейчас допью. А то микрофон, я уже понял, потом в микрофоне мне очень чавканье слышно. Сильно. Угу. И получается, что не надо без микрофона чай пить. Сейчас чувствую, налью стакан его. Вкусно, да? Угу. Еще один стакан налью. Самовар до сих пор шипит еще, да? Да. О, горячий самоварный чай. Много еще можно пить, пока не остынет. Жалко, что эти со смородиной не заварили. Маша, ты чай пей. Второй стакан уже налила, да. Ну пускай. Просто люди часок, а весь люди се вообще ее на куче. Это хорошо. Скайпе. Значит, у тебя это кровь вкусная. Вкусный чай пьешь, да, кровь вкусная, значит. То на кампа туда пукшене. Да. Пей чай вместе со мной. Так я пью, да. Я пью. Чай пью, очень вкусный. Всегда покажу. Ну да. Маша говорит, что хорошо, говорит, сидеть. Хорошо сидеть в деревне. Або короче свочема, все уже сделано. Сядешь, да, ой, как хорошо. Да. Давай. Да, я согласен. Когда работа сделана и попить чайку, вот так просто, беззаботно, очень классно. Тем более вкусный чай. Сейчас что-то безветренное даже стало. Ну, сейчас, наверное, вот эта туча, наверное, польет. На небе туча очень сильная. Все, дальше мы пьем чай, ребята. Может, даже Маша еще третью чашку будет пить. Я тоже. И пока выключаемся. Ну что, почаевничали. Ну и Маша, как говорится, еще не закончила, а там она сейчас будет поливать свои любимые. О. Ну что, друзья, я буду заканчивать этот ролик, так сказать. Ну, обычные дела деревенские. Вот сегодня какие там планы были, все это сделали. Как обычно с утра, ну даже с вечера немножко так планы включаем, что и как сделать. Сегодня было надо вот это мне обязательно сделать для компоста яму.
Ну и грядку еще вот девочки пропололи, сестра и Маша. А потом дальше будем жить. Вот, как говорится. Тучи собираются, не знаю. Маша там поливает. Огород, да что да. Знаете, грядки маленькие, там лук, там чеснок, всякие вот, ну, такие. Я не знаю, там, что там она еще посадила туда. Ветер, друзья, усиливается, и я заканчиваю и говорю, до свидания. Сегодня Маша уже не подошла к концу фильма, потому что, говорит, быстрее надо, ну, пока тучи, вы скажете, что дождь же польет. Нет, она туча, это обычно брызнет, а сейчас нужно обильно поливать. И она вот спешит, чтобы успеть. Вечером, говорит, еще цветы надо посадить. Вот. Такая жизнь у нас. Всем пока, всем удачи. И по традиции говорю, подписывайтесь на канал и смотрите дальше наши видео. Какие они есть, ну, такие они есть. Всем пока, друзья. Маша продолжает поливать. Боимся дождя, Маша, и поливай. Но это дождь, который с тучами, он он не поливает землю, он просто там, вода это как ручей скатится, борозды и все. Толку от этого дождя не будет. Надо, чтобы после такой засухи, надо, чтобы моросил дня 3. Вот тогда напитается земля влагой. Маша еще говорит, что там с Германии присылали нам семена. Я, правда, не знаю, не в курсе, что за семена. Капуста вроде, да? Маша? Одна вроде капуста, вторая... Ну, да, но посадили, и что-то сходу вроде есть. Я не знаю, что вырастет. Вот это, на этой грядке. Вот на той грядке, да. Вот вышли, что посадила, вон. Угу. А это и капуста. Там тоже мучищала мы. Ну, посмотрим. Ком земля подходит для этого или нет. Ладно, друзья, все, будем заканчивать точно. Всем пока.